Друзья, всем доброго времени суток. У нас утро, второй день. Мы прибываем здесь. Варим, пожалуйста, вот белорусские вареники с грибами. Сейчас пообедаем и дальше за дела. За дальнейшие дела, девочки. Дорогие. За окном прекрасная погода. Посмотрите. Сейчас сниму лучше. Друзья, ну вот у нас уже сколько? Сколько у нас время? 15:52. Я, в общем, принимала заказы. Ну, супруг пообедал, он ушел еще. Я потом, конечно же, помыла посуду. Вот, поубирала, помыла полы. Попылесосила руками, без пылесоса. Есть у меня такой метод. Мою полы и пылесосю все одновременно, чтобы ни одной крошечки, чтобы нигде ничего у меня не валялось. Вот. Повымывала столы, ножек и стулья, все вымыла, все красиво навела порядок везде. Хоть и двое людей, все равно вымазываются. Это вот такое дело. Вот сейчас покажу, какая красивая погода. У нас на балконе, на улице вообще атмосфера сейчас. Машалла. Машалла, как красиво. Такой морозец. Такой классный морозец вообще, знаете. Горы все белые. Пятигорск. Красота, красота. Уже это как наш второй дом. Уже, знаете, мы уже здесь постоянные жильцы. Я уже говорю супругу, и говорила, построим дом, женим сына, пусть живут, а мы всех оформим кого куда, а мы возьмем Софишку и приедем сюда, купим здесь квартиру и будем здесь оптом продавать, отправлять сразу же на месте. Все. Ну, дай Аллах нам, конечно, здоровья, он еще не пришел, еще там работает, наверное. Так, атмосфера очень-очень хорошая, солнечная, чистая квартира у нас. Да, такую бы я квартирку хотела. Ну, ничего, мы мелкими шагами, но, как говорится, к цели идем. А сегодня не так холодно, даже окошко у меня приоткрыто. Ну, я помыла полы и думаю, пусть оно просвежится. В общем, сейчас хотела записать небольшой ролик. Такой, знаете, вот целый день, чем бы я ни занималась, а мысли у меня, девочки, Господи, как же жалко людей, а. Я Аллах везендел, как же, у меня просто разрывается душа. Еще увидела ролик, как вот там, может быть, увидели, новорожденный, ребенка новорожденного достают, друзья, мать погибла под завалами, а ребенок выжил, достают, представьте, родился. Вот что значит, если твой срок есть, ты выживешь. И ничто преднаписано, что предначертано от судьбы не уйдешь, да, как в песне. Не деться нам от смерти никуда. Кто от нее бежит, бежит навстречу. То, что суждено случиться, то и суждено. Я смотрю, любуюсь, какая погода на улице, машалла. Я Аллах везендел. Пускай Аллах, пускай Аллах будет милосерден, пускай Он, не знаю, согреет эти души и сердца, которые потеряли людей, у которых есть люди, которые с семьями под завалами лежат, которые погибли. Сколько людей? Видимо, Аллах на нас разгневался, на всех капитально. Я уже не знаю, то, что происходит в мире, сколько всего творится, это уже просто, я не знаю, это просто, мне кажется, это уже за все наше поведение, что вообще мы люди на этой планете, эта земля, как она еще вообще держится, чего только не творится. Но нужно молить Аллаха о прощении, молиться, раздавать садака, вот это все. Я запишу сейчас ролик. Я просто смотрю, какая погода. Вчера холодина была ужасная, друзья, ужасная холодина, просто... Я не знаю, в горах мы были, в Ведено, где мы только не были, морозы были сильные, но чтоб так было холодно, здесь просто, знаете, большая сырость, огромная сырость, плюс еще мороз, настолько это все, знаете, кстати,
Я же хотела показать этот самый куртки. Вчера скупились, но скупились как? Неожиданно. Не собирались мы здесь делать эти покупки, но все ж таки скупились. Я вам покажу сейчас. Я сегодня тут сейчас немножко погладила, достала гладильную доску, погладила. Это другая комната. Вы ее, наверное, не видели. Так, где у нас тут свет? По-моему, я вам полностью ее не показала, потому что здесь отдыхал супруг. Так как у нас он очень красивый, может его сглазить, я поэтому не показываю. Ну, это, конечно же, мой юмор. Не обращайте внимания. Телевизор включен, но никто его не смотрит совершенно. Вот здесь вот так вот. Классно. Включается свет. Ой, я сейчас покажу. Обоечки, да, какие красивые. Ничего, не люблю я эти яркие, огромные, вот это вот все. В общем, вот такая вот атмосфера. Может быть, я здесь свет выключу. О. И бывает вечером там, да, такое включу, чтобы не так ярко было. Ну вот у меня в спальне примерно будет такая комната, друзья. Не примерно, а вот по длине, по размерам. Мы вот с супругом вчера обсуждали этот вопрос. Вот. И примерно где вот это вот стоит стена, вот эта, да, огородка. Вот так вот закрыть, и у нас будет санузел. То есть у нас будет стена, просто туда будет входная дверь. Никто не знает, что там внутри. Просто может быть это комната, а там будет санузел отдельно. Достаточно остается места и кровать. Вот здесь будет вот окно. Вот так будет стоять кровать. Там у нас стена, не знаю. Есть, знаете, такое дело, я вот, кстати, хотела вам показать. Либо вот что-то... Ну, я ж не хотела шифонера в спальнях. Я же их не хотела, я вам говорила. Я думала, что вот такая стена, у нас там же дверь со спальни, то на стене телевизор, допустим, да, а из такого материала, ну, к примеру, бывают низкие тумбочки, в длину прям, на всю стену. Вот представляете, вот так будет шкаф вот эти, вот так вот. Вот длинный вот такой вот шкаф, да? Он будет пристроен по стене. Вот висит телевизор, и из белого такая тумба прям под заказ делают. И там ящички. Где такое там, где ночная, где там носки, где там футболки, да. Вот такое вот. Там не будет полотенец, куртки, муртки, это все не хочу. Вот такое первой необходимости там, да, вот. Ну, не без того какие-то полотенчики там, да. Вот так как ванна наша будет у меня. Ну, не будет забито все это. Вот что-то вот так вот, как вот нижние два куска. Вот такая вот что-то будет идти наподобие, как шкаф внизу, с ящичками. Раз, взял там что, чтобы все тут на месте было. Потому что тут у меня где будет санузел, здесь у меня будет и гладильная доска, и душевая, все здесь. Чтобы я раз себе, чтобы это все... Ну, это опять-таки, это всего лишь как, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, да? Ой, что вот это дяди на голове? У мужчины такие волосы большие, прическа. Как-то непонятно. Вот это вот. Да, так. Да, как это? В ролике я смотрела на концерте у Юрия Шатунова. Вот он общается с людьми, сел он на сцену, присел, и люди записки передают в зал. И, значит, пишут: ой, Юрочка, вы все же такой молодой и красивый. И он говорит: да, мне так понравилось. Типа, да, спасибо. Ой, я что-то, мне кажется, сегодня, не знаю, я вот все это время, я вот говорю, от телевизора я не отхожу. Вот смотрю телевизор, эти новости вот про Турцию, все, что творится в мире, просто, я не знаю, до такой степени жалко людей. Это просто, я не знаю, это просто что-то. Я же вам хотела показать и рассказать историю, что вчера было. Мы-то не собирались покупать. Здесь у меня, друзья, эти полотенчики постиранные высохли, новую стирку я заложила.
Здесь у меня все порядочек. Вымыла и ванну, и пол протерла. Все я здесь сделала. Стиральная у меня крутится. Но я хотела показать, что вчера приобрели. Все ж начну потихоньку рассказывать, вам показывать. Вон сколько сделали покупок за один день, девочки. Получилось так, что ужасно замерзли. Просто до ужаса. Я же говорю, мы не знали, что здесь такой холод. И уже базары все закрываются. И мы бежим по рынку. И один дядя стоит, он говорит, вещи, вам не вещи случайно нужны? Да, нам нужны вещи. Ой, захотите, смотрите, какая теплая вещь, девочки. Вот такая вещь, она стоит что-то 20 тысяч чем-то. Здесь внутри верблюжья шерсть. Это очень теплое, очень капитальное качество. Но он вчера нам сделал, ну и начали смотреть, вот такое вот пальто я себе теплое купила. Это просто, я не знаю, это настолько теплая вещь, у нее настолько хорошее качество. Я клянусь Аллахом, эти покупки были случайны. Мы не собирались ничего этого брать, Аллах этому свидетель. Но вот набрали вчера. Вот такое вот пальто, девчонки, оно теплое какое. Оно настолько теплое, просто этот мороз, этот холод я вообще не чувствовала. Еще вот одела капюшон. Это такая вот, ну, короче говоря, суть дела в том, что он нам за 12 500 ее отдал, вот эту вещь. А она что-то стоила около 20. Он говорит, просто знаете, говорит, после Нового года людей вообще, говорит, люди очень мало берут, потому что потратились, поэтому, а мне надо семью кормить, у меня дома 7 детей. И я вот это распродаю все, потому что сейчас туда-сюда сезон закончится и все. Ладно, купили. Потом начал говорить супругу, вот это кожаные куртки у него, там меха, все у него продается. Купи вот куртку, да, она тоже, говорит, она, конечно, не дешевая, она кожаная, ну купи, будете брать много чего, сейчас я включу вспышку. Будете брать много чего, я сделаю хорошую скидку. Ты посмотри, говорит, какое у него качество, какая, говорит, она хорошая куртка. Посмотрите, какая она теплая, друзья, посмотрите просто. Ну, берем, не берем, ну все, давай там за десятку, за 10 тысяч. Отдаю, говорит, все. Ой, ну думал, не думал. Тут раз одел, вот такой померил пиджак кожаный, вот такой вот пиджак. Но он такой осенне-весенний, да, пиджачок, вот, посмотрите, вот. Вот осенне-весенний пиджак, все капитальный, померил. Я говорю, но он на него большеватый, это как куртка-пиджак. Я говорю, это Висхану. А, Висхану? А кто это такой Висхан? Я говорю, да это сын, я просто хотела ему что-то такое хорошее взять вот на выход и вообще. А вот берите, вот, пожалуйста. И получилось так, что мы купили вот эти аж 3 вещи вчера. Капитальные, хорошего качества. Так хорошо пиджак смотрится, супруг как одел его. Но это просто он на него длинноватый. Висхан-то ростом у нас очень высокий, на него прям будет как раз. И значит, тут он достает и дарит мне в подарок вот такой вот платок. Он еще вот с этикеткой. Вот. Да елки-палки. Вот еще на нем висит этикетка. Шикарный, теплый платок, настолько хорошее качество, друзья. Я так согрелась, так мне понравилось и вообще и мой вид. И вот домой уже когда пришла, поправила платок хорошо, одела эту шубку, дубленку, или как ее правильно назвать. В общем, я до такой степени замерзла там. И вот я, когда одела этот платок, просто я согрелась. И что вы представляете? Когда мы купили эти 3 вещи у него, посмотрите, очень хорошие, девчонки, какое... Вообще, такое впечатление, что ты и легкая, понимаете? Вот бывает теплая вещь, но она тяжелая, да? Нет. Мне так показалось, что меня окутали в 100 одеял в теплых, и мне ни грамм не холодно вообще, я теперь хоть на полюс пойду. И легкая плюс еще, вот верблюжья шерсть, настолько хорошее качество. Вообще. И тут он говорит, раз берете это все, на вот еще платок, это дочечки. Есть дочка, это дочки от меня. Дал еще один платок в подарок. А я стою, а он мужчина такой, знаете, прям чересчур общительный, ну прям мы уже хотим уходить, а он это, и вот то, вот посмотрите, вот, да нам ничего не надо, мы приехали за товаром, за другим, просто замерзли, вот сейчас уже... Итак, я просто говорю, а у вас случайно не продаются перчатки? Перчатки не продаются. Ну вот мне подарил какой-то друг, который занимается перчатками, вот сегодня буквально подарил, потому что я тоже мерз. А можно я вам их подарю? Я говорю, да ну... Не надо, говорю, вы что, говорю, да ну мне неудобно, ну, друзья, ну это уже чересчур было, 2 платка подарил, такую скидку сделал, это на 50 тысяч покупок,
если цена, да, которая она есть на рынке, на 50 тысяч, все это вместе, да, если вот посчитать, то он какую, то просто ужас, у меня нет слов, какую скидку человек сделал, подарил 2 платка, еще говорит, нет, ради Аллаха, сестра, возьми. Хоть они мужские, твои руки сегодня согреются. Вот так он мне подарил еще и перчатки. Ну, я говорю, себе куплю, я говорю, супруга, оставишь себе, что я буду мужские перчатки носить, что ли. Вот такие люди, вот такие добрые люди. И вообще, я говорю, вы знаете, я тоже вот раз, он говорит, мне Аллах даст, лишь бы здоровье было. Миленькая, родненькая моя, дорогие, вы, сынок он, на супруга, сынок, доченька, вам ко мне Бог послал. Вот видите, как вы мерзлись. Как я слышу, мы деньги перевели на телефон, посмотрите, пришли мне, говорит, я не буду смотреть. Пускай это, ну, как он сказал, не то, что на вашу совесть, он не так сказал. Если не заплатили, то, ну, мне Бог даст. Типа, если вы меня захотите обидеть, Бог мне все равно даст. Я говорю, нет, доверяй, но проверяй. Вы проверьте. Он говорит, какая вы порядочная женщина. Я говорю, нет, ну, понимаете, это такое дело, столько много мошенников, говорю. Вот, проверьте обязательно. Да, пришли. Раз вы отправили, значит, пришли. Все равно не смотрят. Вот, все равно не смотрят. Так он и не посмотрел в телефон. И мы ушли, мало ли, может, мы не оплатили вообще, да? Это был интересный момент такой. Он говорит, приходите еще буду делать скидку. Ну, я там девчонкам своим скинула, родственникам, они меня уже многие, ну, девчонки мои постоянные клиенты заказали. 2 девчонки и куртки уже такие заказали. 1 самой парнишке пиджачок заказала. Уже, в общем, он говорит, вас ко мне Бог послал. Вы потому что вы хорошие люди, Аллах вас любит. Вот вас Аллах любит. Вас Аллах послал сегодня именно ко мне. А рынок уже закрылся, нету никого. И мы идем, он стоит, он как, не знаю, ангел какой-то, хранитель. Говорит, а вам нужны теплые вещи? А мы задубенели, идем, ну невозможно, друзья, ну вот хоть верьте, хоть нет, ну вот представь. И мы сделали такие покупки, еще такую скидку сделали, говорит, вас ко мне Бог послал. Я писатель по жизни, говорит, я пишу книги, я там что-то это, просто подрабатываю, ну не хватает, ну что там наша работа, это же не стыдно. Вот такой грамотный, начитанный мужчина был, он, вас ко мне Бог послал, вас ко мне Бог, вы хорошие люди, у вас удача в жизни будет, не слушайте никогда никого, идите вперед, у вас все хорошо. Вот он такие вещи какие-то говорил, столько подарков сделал, я потом пришла домой, и это, знаете, долго все прокручивала в голове, что это было вообще, ну вот так вот, знаете. А платочек какой теплый, какой уютный, это вообще, ну, в общем, вот так вот приобрели мы вчера покупки, друзья. Неожиданно, не собирались. Ну, а насчет мебели, это я разузнала у хозяина квартиры, это Икея. Это все Икея, это в то, что влюблена Анжела у нас всегда. Вот представьте, я же в комнату, как заходить к нам, да, я вам показывала, гостиная там, да, первая, ну, не гостиная, там у меня будет, я сказала, шкафы-купе, и все, ничего лишнего. Вот на другой стене что-то наподобие будет, я решила уже зеркало, потому что очень удобно, когда выходишь, раз там посмотрел, расчесался, причесался, поправил вещи. А вот из такого материала у меня будет вот так на всю длину, вот так вот, только мы сделаем так, чтобы, знаете, одно отделение длинное, чтобы только можно было, чтобы висели куртки. Вот так до половины, они же высокие будут, до половины вот 2 ряда. Вверху, например, куртки, пальто, плащи, а внизу повседневные платья, халаты, юбки. Я не хочу, чтобы все это слаживать в шифонер. Как обычно, стирку слаживаем в шифонер, складываем, извините, неправильно. Как мы обычно складываем в шифонер, оно потом на месте аккуратно лежит, кто-то что-то взял, остальное полетело. Ой, нет, этого я точно не хочу. Вещь высохла, сразу на вешалочку, чтобы все на вешалке висело. Вот все вещи, которыми мы пользуемся. Ну, а на этой стороне там полотенца, я не знаю, там колготки, носки, ну, разные отделы будут, да. На этой стороне тоже будет у меня такое купе. Из примерно, не говорю, что один в один, но вот чисто белое. И такие же двери везде, чисто белые. Мне хоть это мне не нравится, но у меня даже дверь будет полностью белая. Друзья, посмотрите, какая хорошая атмосфера. Машалла. Я прям влюбилась в эту квартиру. Я бы отсюда и не уезжала. Мне так нравится все здесь. Мне так нравится вся эта атмосфера, девочки. Вы просто прям вот так все приятно, все светлое, ничего не давит, нету товара, ничего не наставлено этим товаром, каких-то этих лабиринтов, не пройти, не проехать. Это все белое, знаете. Ой, спасибо людям, кто это сделал, кто нас так радует. Мы уедем, вот это все по местам, я все пораскладываю,
После нас ни одной соринки не будет. Нам и тогда писали спасибо за чистоту. И я в любом месте, где бы я ни была, я выхожу так, как я заходила, чтобы ни одной крупинки, ни одной соринки, чтобы вообще нигде ничего не валялось. Капитально, очень красиво. Очень и очень красиво. Очень. Друзья, ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Я вас еще раз приветствую. Хотела бы записать такой небольшой ролик. Хотела принести соболезнования всему турецкому народу, всем, кто проживает в Турции, всем буквально, и всем тем людям и странам, где произошло землетрясение, где погибли люди. Я приношу все самые искренние соболезнования. Я говорю, целый день около телевизора, меня слезы душат. Мне настолько жалко людей, мне настолько жалко тех деток, которые рождаются под завалами даже, знаете, которые потеряли люди полностью дома, полностью потеряли дома-то, черт с ними, родных всех своих, как мужчины плачут на руках с детьми. Мне кажется, когда мужчина плачет на взрыв, это уже, это что-то такое, потерять всю семью в один миг, это просто не передать словами. Это настолько больно, это настолько... Не скоро заживут еще раны. Этот день, просто... Я не знаю, я уже просто... Особенно, когда я посмотрела видео еще президент Турции, как он сидит и плачет сильно. Это, знаете, это... Дай Аллах, чтобы это все поскорее все закончилось. Чтобы удалось достать из-под завалин как можно больше живых людей. Пусть они там немножко будут, где-то их нужно будет там подлечить что-то, но чтобы они хотя бы были живы как можно. Насколько все это возможно вообще. Я понимаю, что не все возможно. Очень для меня приятно и очень как-то благородно со стороны России, что отправили столько помощи, столько спасателей, так хорошо, быстро среагировали. Очень приятно. Очень большое спасибо. Спасибо всем тем остальным, другим странам, кто помогает сегодня Турции и всем другим странам, где случилась эта страшная беда. Большое всем спасибо, всем людям, кто принимает в этом участие. Если с моей стороны понадобится какая-то помощь, я и моя семья, мы всегда готовы. Если будут собирать там на что-то деньги, или нужны быть волонтеры, либо какие-то вещи, либо как-то помочь людям, даже приютить людей у себя, я готова сегодня. Пусть сейчас в новом доме на днях теплый пол постелят, и в принципе, если кто останется без жилья, даже приютить у себя, мы готовы там 1-2 семьи, не знаю даже как это, конечно, не знаю, приедут ли, но если люди останутся и временно негде будут жить, я думаю, будут ехать куда угодно. Но вот так вот, от души двери нашего дома, нашего двора открыты, иншаллах, да, Аллах. Мне очень жалко, я не хочу говорить лишних слов, это все у меня в душе, мы смотрим целыми днями новости в Ютубе, телевизор. Крепитесь, кто остался, люди, которые остались живые, которые, может, меня смотрят, и вообще я обращаюсь ко всем, держитесь, крепитесь. Это страшно. Землетрясение, у нас было введено землетрясение, люстра шаталась, это было очень... Мы хотя бы в таком доме живем, и то страшно. Мне казалось, мы сейчас куда-то под землю улетим или, не знаю, провалимся. Очень жалко людей. Дай Аллах терпения, дай Аллах, чтобы поскорее все это закончилось. Всего самого наилучшего. Очень много поступило заказов на разные турецкие кастрюли, на сервизы, на светофоры, на все это много заказов. Я молю Аллаха, чтобы до завтрашнего дня хотя бы я успела, потому что уже говорят, что все будет очень дорожать. Поэтому, если кто что хотел заказать, но раздумывал, заказывайте пока, девочки, пока еще цены те же. Пока еще те же, вот в группах смотрю, пока еще цены те же. Но говорят все, что будут очень подниматься цены на все, очень. Вот так вот. Ну и также хотела сказать еще, попросить многих своих подписчиков
Есть такие подписчики у меня, друзья, которые заказчики, которые заказали у меня, которых я называю, друзья, еще у меня есть такая категория людей, а когда? А когда? А где чек? А вы отправили? Я просто хочу, чтобы вам, допустим, такой пример привести. Вот смотрите, у меня очень много заказчиков, да, которые люди заказывают. Я понимаю, вам всем хочется получить свои посылки, конечно же. Но понимаете, что насколько Анжела у меня такая, знаете, терпеливая и такая вот сдержанная, уже она поставила даже статус, говорит, чеки, как только будут готовить чеки, мы вам сразу сообщим. Извините, но мы не роботы. А когда? А когда? А когда? А когда? Вы представляете, если в течение всего дня 200-300 таких сообщений придет, я если буду всем отвечать, а когда я буду собирать посылки? И такое каждый день. Дайте время нам работать. Когда дойдет время до вас, мы вам вышлем чек и скажем, вот ваш чек, вот все, ваша посылка пошла уже. Вы понимаете, что вы у нас отнимаете время. Вот сейчас, смотрите, вот в жизни бывает все. Так а вы же говорили, вот это слово я вообще ненавижу и прошу мне его не задавать, этого вопроса больше. Так а вы же говорили, мы вот выехали в дорогу, да, мы говорили, что мы приедем, закупимся и назад. А уже сегодня какой день мы тут сидим? А получилось как? Мы поломались в дороге, у нас поломалась машина, не работали дождевики. Мы каждые 5 минут останавливались, потому что шел мокрый снег, и тут же мороз, что леденели стекла, вообще ничего не видно было, куда ехать. Дождевики не работали вообще. Супруг выходил каждые 5 метров, поливал с бутылки воду, на стекло, на лобовое лил водичку, и эти вот дождевики вот так вот стукал сильно об стекло, чтобы этот снег, вот этот наморозь, что замерзало моментально все, чтобы это все убиралось, и чтобы мы заново ехали, чтобы они хоть чуть-чуть что-то делали. Приехали мы сюда, переночевали, утром просыпаемся, идти на рынок, машина наша не заводится. А я же говорила. А я вот говорила, что 100% на конец недели. Да, я говорила. Но вот кто мог знать, что такое получится? Вот уже какой день мы здесь сидим, и плюс сегодня еще на оптовом выходной. Он-то занимается делами, ремонтирует машину. Но мне, я я отвечаю на заказы, где-то там что-то занимаюсь своими делами. Ну, в принципе, вот так вот день. За квартиру платим довольно-таки капитальные деньги, да? А сижу тут без дела, день у меня прошел. И вот как, получается, нельзя сказать, что я вас обманула, да? Я же вас не обманула, правильно? Я приехала, я хочу закупить, я хочу поскорее вам отправить. Но вот представьте, на сколько дней, ну вот случилось такое. Люди в Турции, мы с вами ложились спать, и они ложились спать. В одной жизни мы жили, одно небо было над нами, один Бог был с нами и есть. А случилось так, что мы с вами проснулись, а они нет. А может быть, из той категории людей кто-то сказал, я завтра поеду туда-то, или я тебе через неделю пришлю то-то. И что теперь сказать? Ты же говорил, а человека уже и живых нету. Вот этот вопрос, так а вы же говорили, я прошу, в жизни бывает все. Говорила, я не знаю, я сегодня живу, завтра я могу не жить. Это на все воля Всевышнего. Как вы видите, жизнь наша, особенно в последнее время, сегодня так, завтра так. Сегодня так, завтра так. Вот ты же говорила, мне, пожалуйста, больше не пишите. Я изо всех своих сил стараюсь, чтобы поскорее вам все отправить, чтобы поскорее все собрать. Но, друзья, ну понимаете, вот поймите систему. Вот ты вот заказала, да, приняли заказы. А как одна женщина написала, да вы, наверное, приняли заказ, у вас товара и не было. Ну вот как вот можно быть, так вести себя нагло, а? Ну вот привезла я, допустим, 100 пачек, допустим, с 23 февраля полотенец, 100 там с тем, да, я привезла их, получается. Вот. А кинулась, дошла до какого-то определенного чека, а их уже нету. Да, этому человеку не хватило 2 человек этого товара. Дальше собираю Скворцову Светлану. Дошла, смотрю, набор посуды есть, чайник есть, светофоры нету, закончились. Пишу в заказ, светофоры. Вот так, единички ставлю, 1-1, чтобы мне потом знать, какое количество примерно мне купить. Дальше иду. Дальше у нас по списку. Лулу и Анжела. Смотрю, все есть, нет какого-то платья. Закончились. Потому что перед тем люди заказывали, закончились. Я даю заявки, чтобы нам привезли. Записываю, что мне купить.
Но это же не значит, что я человека того обманула, да. Ну, закончились они. У меня же нету таких складов, где я могу все это хранить. У меня нет таких средств, чтобы закупить этого столько всего. Я раз поторговала, собирала, поехала, товар закупила. Опять его отправила, потом опять поехала, закупила. Вот такая вот система. И некоторые люди непроизвольно, сами не думая, вот так вот ляпнут и обижают меня просто до слез. Вот просто до слез меня обижают. Мы же, правда, мы же не роботы. Но вы же должны иметь в виду, что я ж не одна. И до меня люди есть, которые неделю назад заказали люди. 1,5 недели, 2 недели назад. Я с Василька ждала посылку 1,5 месяца. Когда я написала, говорю, а что там заказываю? Мне говорят, ожидайте, вы в очереди. Ну все, что мне теперь? Драться с людьми, писать, что они плохие, что они меня обманули, да? Что мне с ними? В суд на них подавать? Что мне с ними делать? Только у них в компании много людей. Люди, которые принимают это, одни, которые отправляют, другие там же ищут, там изготовляют, там все на месте. А здесь же все это надо еще привезти, поехать, черт знает куда. Вот приехали и поломались, стоим сколько дней. Вы же говорили, ну говорили. Научитесь правильно понимать. Подумать, господи, да я ж не одна, я заказала, может, люди неделю назад, 2 недели заказали. Это что, собираете, чтобы одним днем отвезти на почту? Я же не могу жить на почте, да? Я раз принимаю, показала товар, в течение недели я принимаю заказы. Я никому ничего не отправляю, я просто принимаю заказы. По-моему, муж пришел, сейчас открою дверь. Друзья, еще раз здравствуйте. Смотрите, какая атмосфера. Посмотрите, как красиво. А вон там вдали, вы видите или нет, не знаю. А, уже не видно. Только было видно прям вышка такая разноцветная. Очень красиво было. Там, где огни горят вдалеке. Такой вид был красивый. Знаете, я еще смотрела вот сейчас на все это. Вон там идет дым. Вон там. Это все эти, ну, котельные, да, которые обогревают весь город. У меня такая мысль посетила, знаете, пришли на смену, работают же сегодня в ночь, каждую ночь мужчины, да, которые следят за всем этим, да, которые обогревают весь город. Конечно же, это их работа, они получают за это деньги, зарплату. Но все-таки мне хотелось сказать большое спасибо. Сегодня так холодно на улице, мороз страшный, а зайти в дом и такое тепло, такой уют, а все это благодаря им за то, что они приходят на работу, беспокоятся, делают наши дома теплыми. Большое-большое им спасибо за это. Большое спасибо. Я вот смотрю, у меня прям, вот уже который день подряд я наблюдаю за этим, и мне как-то, знаете, становится на душе тепло, что где-то есть люди, которые беспокоятся о том, чтобы нам было тепло. Да, еще раз повторюсь, это их работа. Но все-таки большое спасибо. Девочки, посмотрите, Линес, это вот посуда, которой пользуюсь я, например, да. Турция, это все не одинаково, у них качество. У МАЭС это все одно и то же. Литражи у них все это все одинаковое качество. Просто новые тренды, да, новые названия. Вот у меня зеленый, вот такой вот у меня дома, которым я пользуюсь, вы видели. А вот теперь пришли разные цвета. Есть чисто белый, да, а также вот новые формы. Сейчас поближе покажу вам. Но я обязательно куплю. Привезу, просто мы на 2 дня приехали сюда. С золотом. Обратите внимание, какие красивые. С золотом. Вот такие вот в красном цвете. Тоже они есть. Смотрите, какие красивые. Машалла. С золотом крышка идет. Обратите внимание, крышка идет золото. А цена у них одинаковая, да? Да. И ОМС. Вот такие вот девочки. Между собой что говорят? Да, что вы на своем языке здесь разговариваете? Разговаривайте по-русски, чтобы я вас поняла. Девочки, вот такие Версачи. Наборы для кофе. Посмотрите, какие красивые. Они есть и в золоте. Şalan hacı. Посмотрите. Для кофе какие красивые. Bilmirəm, say bilmirəm, yazmamışam sayı. 100 коробка. 70-80 коробка var hardasa. Вот такие вот наборчики. Маленькие-маленькие красивые.
Такие в красном цвете. Кстати, девочки, вот эти у меня заказывали. Я сегодня привезу, куплю. Шум, коробка. Если Это- человек взял Это, свою машину. это именно готовые, да, вот здесь в коробке 6 бокалов больших и 6 вот таких вот маленьких. Отличная вещь вообще. Впервые я их вижу, они в разных цветах. Вот именно, нет, по 6 штук я продавала вот так вот. Ну, что вместе с маленькими, да, это уже очень-очень еще он бордовые есть. Красиво все очень. Смотрите, какие у них расцветки. Еще тарелочки. Смотрите, если что, кому-то нужен будет определенная какая-то расцветка, понравится, вы можете заказывать. Вот такая вот желтая, красивая. Вот такой вот голубой. Если что, кому понравится, можете заказать. Разные. Вот как Галя на кухню я дарила сервиз. Наконец-то нашла, но только он без супниц, да? Без, для первого нет, он на 6 персон. Вот без такой супницы и вот без тарелочек вот таких вот. Вот. Девочки, посмотрите, вот так вот выглядят фартушки, чтобы вам было так видно. Кофеек, фартушек и полотенечко кофе. Как это красиво смотрится. Стразики есть, обратите внимание. Вот такая вот красивая окантовочка. Рюшечки, книжечка. Вот такие фартушки. К 8 марта на подарочки. Отличная вещь. Анжелика с лимончиками себе оставила. А что ты не оставила себе кофеечек? И вот полотенчик и кофеечек. Ну, точно согласилась, полотенчик. Все правильно. Ты же согласилась, говорю, все правильно. Давай, Анжелика. Девочки, ну и такие вот кофеечек тоже. Очень красивая. Тоже упаковка. Кто хочет, может взять упаковкой. Может, кому надо дома именно целая упаковка. Пользоваться. Качество, девочки, бомба. Реально, реально очень-очень хорошее качество. Мягенькие. Настолько они водичку. Ними можно и уборку делать, и на кухне там руки вытирать. Как для рук, для семьи пользоваться. Это вообще на кухне вот там. Представьте, как они будут красиво себя чувствовать. Пожалуйста. Кофеечек. Мягенькие. Вот посмотрите. Вот как вам еще, я не знаю. Представляю, киса не может делать обзор. Ну как еще, я не знаю. Я уже стараюсь все прям... Я этот телефон, такую сумму за него дала ради того, чтобы вы были довольны, чтобы вы увидели как можно лучше расцветки, чтобы вы как будто пощупали вместе со мной вот это качество. Куда еще яснее. Мне кажется, как я душу вкладываю в обзоры, так никто не показывает. Сколько я уже пересмотрела этих блогеров, правда. Никому ничего не хочу сказать. Девчонки все молодцы, но я вообще вкладываю душу вот во все это настолько, что я не знаю, куда еще больше. Так, девчульки, красотульки, вот такие вот нежные, красивые полотенца. Вот так вот выглядит упаковка, которая стоит 2000. Вот, смотрите. Такие. Это, вот эти именно полотенца, они идут, знаете как? Не знаете. Сейчас я вам скажу. Значит, сверху у нас идет велюр, а с этой стороны махра. Понятно? Вот такие вот полотенчики. Здесь вот велюр, а здесь махра. То есть двухсторонние. Ну, знаете, сказать, что это шикардос, я не хочу. Потому что, ну, не хочу. Вообще хочу забыть про это слово. Но меня бесит, что я вот кого-то прицепила себе. Я раньше не говорила. Теперь часто называю. Это меня раздражает. Хочу забыть. Слово паразит. Прекрасные красавицы полотенца. Такие розочки выбитые, красивые. Обратите внимание.
Очень качественно, очень хорошего качества полотенчики, которые прослужат вам очень долго, будут вас радовать, вас и вашу семью. Отличная вещь на подарочек. Ну вот как-то вот так вот. Посмотрите, какая красота. Просто посмотрите. Вот так вот упаковочка стоит 2000. Очень красивые. И такие все цвета, знаете, прям нежные. Всего 3 цвета присутствует. Вот 3. Но они все, каждый по-своему нежный. Вот так вот. Девочки, вот такие вот полотенца. Девочки, ну и серия вот таких вот полотенец. Вот. Вот такая вот красота. В полосочку полотенчики. Их тоже 12 штук. Но эти вообще смело можно использовать и для лица, и для рук. Потому что они прям капитально большие. Даже вот посмотри на них. Да. Прям вот капитально, знаете, такие прям. И качество очень хорошее. Прям такие мягенькие, очень-очень такие хорошенькие полотенца, которые прослужат вам очень долгое время. Реально говорю. Вообще, еще раз повторяю, снова и снова, что плохой товар я не привожу. Я стараюсь все из лучшего, самое лучшее. Нет, не самое дорогое, потому что я ж с таким расчетом, что у меня люди... Ну, люди сейчас всем не хватает, всем сейчас тяжело, хочется всем чего-то хорошенького и подешевле, правильно? Если я привезу полотенце по 5-6 тысяч одно полотенце, ну кто у меня будет его покупать, правильно? Ну вот их 12 штук упаковки этих полотенец, они тоже стоят 2000. 2. Вот такая вот красота, девочки. А вот так вот, девочка, да? Девочки, упаковка. Я их не сделала, они в упаковке как? Два таких цвета подряд. А я вот как радуга сделала. Смотрите, как красиво так смотрится, правда? Вот представьте, если это где-то лежат они вот в таком виде, постиранные, да? Как вот они красиво будут смотреться в шифонерчике, да? Или на полочке, вот, например, это стиральная. У нас, например, полотенца все в ванной. И вот на полочке. Особенно я вот мечтаю, когда переедем в новый дом. Там же у меня будет ванная мебель. И вот как они красиво будут у меня сложены вот так вот, да? Пахнуть будет такая чистенькая ванна. Иншаллах. Живой далас диссанаксан. Так, все, дети, относите. Вот. Включила вспышку, видите, да, что это... Я, как и сказала, думала, что это одинаковые цвета. Нет. Они разные, не поместились на стол, но полотенчики очень хорошие. Хорошее очень качество, такие хорошо берут воду. Красивые очень, разные цвета. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ну правильно, 12. Их 12. Хорошие, очень хорошее полотенце, просто класс. Красивая упаковочка стоит 2000. 12 штук. Вот такая вот красота. Девочки, вот эти полотенца, они именно идут поштучно. Они есть и баня, и лицо. Смотрите, баня одно стоит 500 рублей. Вы можете хоть 10 брать разноцветных. Их 3 цвета. Вот. Они, конечно, не поместились на этот стол. Но хорошего качества полотенца. Очень махра. Хорошо впитывают. Не теряют цвет. Хорошее, шикарное полотенце. У них размер 70 на 140, девочки. 70 на 140 их не размер. Но что... я вам еще покажу потом, да. Сейчас также покажу. Вот это вот полотенца, они идут поштучно, чтобы вы знали. Они продаются баня. Допустим, вы скажете, киса, мне вот надо 2 бани, 2 лицо просто. Да, то баня вот 500 рублей. Одно вот это вот огромное полотенце. Я сейчас длину еще положу, чтобы вы имели представление, как вот, насколько, ну, длина. Сейчас. Вот, девочки. Вот так вот они выглядят в длину. Поштучно они все. И также такие же есть лицо. Их тоже я сейчас покажу. Прекрасное полотенце. Очень хорошее. Качество, вот реально говорю вам, прям хорошо будет впитывать воду.
и прослужат 100 лет. Только не надо их никаких там кипятков, просто проштернуться ополаскивателем и все. Буквально 15 минут. И все будет классно. Девочки, и вот такие вот полотенчики. Это у нас в лицо. Но они настолько большие, их можно, ними можно и в ванной даже пользоваться, да, Анжел? Да. Такая вот красота. Хорошее очень качество. И вот такие вот полотенца, но это уже лицо. Вот. Они такие большие, что именно даже можно в бане пользоваться. Они по 350 штука. Можете брать хоть 100 штук, без разницы. Очень хорошее качество, очень красивые полотенчики. 3 цвета. Вот. Ну, вот так вот это выглядит. А можете брать 2 баня, 2 лицо. 3 баня, 3 лицо. Как вам угодно. Как вам нужно. Хорошие такие полотенчики. У нас Анжелика подарила мужчинам одеколон, но не на 23 февраля. Парфюм, да. Не на 23, просто подарила брат. Он же какой папе, какой Висхану из этих? Это Висхана, дьявольская интрига. Висханова дьявольская интрига подарила сестра. Как они... Ой, как я даже не знала, что упаковка так красиво выглядит. Вот это да, дочка торгует, а мать и не знает, чем она торгует вообще. Посмотрите, как будто книгу открываем. Мы эту книгу будем читать от начала и до конца. Как говорил один товарищ, да? Маки, помнишь? Посмотрите, какая красивая упаковочка. Как будто открывается книга. Дьявольская интрига. Посмотрите. Это же шикарный подарок. Для мужчин и женщин. Для мужчин и женщин они подходят, да. И вот если вот такой вот подарочек, да, сумочка для подарочка, допустим, да, и вот будут вот такие полотенчики, ну, 2 в наборе. Либо, например, вот так, Кися, а отправьте, пожалуйста, вот так вот. И подарочной сумочки. Согласитесь, это будет для мужчины приятно. Либо вот так вот. Киса, вы скажете, а у меня внучок, он молодой, ну как сказать, ему 12-13 лет, хочется сделать подарок. Вроде бы он еще не служил, как бы это, но все равно парень. Вот спорт. Самый лучший вариант. Одеколон можно подарить, парфюм. И вот так вот, правильно? Здесь различные цвета. Как раз для парнишек самые лучшие цвета. И очень красивые Versace. Просто я прям одно прям открою. Мне хочется вам показать, потому что, знаете, вам же хочется увидеть, правильно? Вам хочется увидеть. Это мне понятно. Я вот одно полотенчико достаю. Вот оно так выглядит. Очень хорошее. Для рук капитальное. И оно не такое уж и маленькое. Прям хорошее. Посмотрите. Versace. Посмотри, как красиво. Действительно. Вышивка, да, как красивая. Как-то необычно красивое полотенчики. Вообще супер. Вот упаковка 2000. Вот. Если вы так подарите, вот парфюм и полотенце, либо баня лицо, либо какой-то комплект, будет классно, да. Также, а это Анжела подарила отцу своему. Это Анжела, что, как называется? Кирки. Это тоже для мужчин, для женщин, да? Она и Хадиже подарила, и папе подарила. Но тут запах бомба. Нет, они все хорошие. Вот этот тоже хороший запах. Анжела вообще... У Анжелы, я хочу сказать, есть люди, которые в чем-то хорошо соображают, да? Кто-то в тесто хорошо с тестом дружит, кто-то там именно вот текстиль, да, я могу все объяснить, разжевать и в рот положить. Это мое. Мне нравится все текстиль. Я посоветую все самое лучшее, все. А Анжела у нас, это вот что касается парфюма, косметика, вот это сумочки, обувь, это человек с большой буквы, это который знает об этом все и даже больше.
потому что она любит себе покупать. Она уже знает, что хорошо, а что плохо, обжигалась, видела, где бывают подделки, знает, что именно бывают подделки. То у Анжелы у нас не оригинал, но Люкс. люкс. То есть хорошо держатся духи. Вот я подушилась, у меня 2-3 дня висит в Хасавюрте ездила плащ, до сих пор пахнет. Ну, конечно, оригинал будет стоить 18-19 тысяч. Ну, очень даже приемлемая и красивая упаковка. Шикарная на подарок и мужчине, и женщине. Но это она брату подарила и отцу. Это не на 23-е, просто Анжелика у нас тоже любит делать подарки. Она сделала такие подарки. Также вот баракат. Бакара. Бакарат, да. Это тоже для мужчин и для женщин, да? Да. Но они же есть не только красный флакон. Они и такой белый флакон. Белый еще какой-то, по-моему, есть. Они разные. А еще есть такой наборчик, я видела, там 6 штук разных, да, подарочные он. Маленькие пузыречки, но они разные. Такие тоже. Ты его привезла на подарок, это на обзор. Красные и белые — это самые ходовые. Самые ходовые, да. Ну, в Чечне у нас самые ходовые. Это будет на подарок. Готовьте, девочки, уже сейчас заказывайте, да, уже забирайте свои духи и чеши отсюда. И поставь, пожалуйста, мой телефон на зарядочку. Будь так добра. Вот, то эти немножко, они, чтобы вы понимали, они чуть-чуть разные расцветки. Вот, это лицо. Вот такие вот идут баня. Очень хорошее качество. Девочки, воду они берут хорошо. Вот, отлично. Это у нас что? Что это у нас? Состав хлопок 100%. Тут написано. Хлопок 100%. Вот. Если честно, у меня немножко осадок есть, когда я их показываю 23 февраля, как-то, знаете, в Чеченской Республике, День скорби, ну как-то так. Ладно. Так, Анжела, вот это вот, мы их фоткали, дайте полотенце для Инстаграма, Телеграма. Ты фоткала. Да. Ну вот пока положу сюда, и потом нужно будет еще так фотографировать красиво. Для Телеграма и так далее. И так далее, и тому подобное. Девочки, сейчас еще поближе вам покажу. Я попросила поставить телефон на зарядку. Друзья, ну вот смотрите. Вот так вот можно подарить любому мужчине. Но вот именно мальчикам, которые там 14 лет, 12, 13, 10. А также можно купить упаковку, если есть в семье папа и сын. Да, все будут пользоваться. И вот такие вот упаковочки. У них по 6 штук. Очень-очень хорошее качество, девчонки. Очень-очень хорошее качество. Все они мужские, все они подходят. Ожидается праздник. Поэтому вот можете заказывать вот такую вот красоту. Девочки, ну вот еще раз покажу вам. Вот эти полотенчики, чисто хлопок, чтобы вы понимали. Вот они полотенчики, вот такие вот. Это можно вот так купить комплект. Пожалуйста, мне одно такое. И, допустим, одеколончик, да, парфюм. Как вам будет угодно, так мы и сделаем. Такая вот красота. Мужчин может порадовать. Согласен. Купите сумочку там подарочную. Покладете 2 полотенца. И вообще, кто будет заказывать полотенце и одеколон, сумочка будет идти у нас в подарок. И еще кое-что. Но это пускай будет сюрприз и для вас, и для вашего мужчины. От канала Киса Чечня. Все. Дальше идут у нас вот такие вот полотенчики. Очень-очень хорошее качество. Вафельные они. Вот посмотрите, как они выглядят. Какие они красавчики. Вы только взгляните на них. У них размер, я надеюсь, указан будет здесь, да? Ну, сейчас посмотрим. Но они выглядят очень красиво. Кстати, вот эти салфеточки, они по 350 рублей 2 штуки. Это хорошее качество. Они вот не как тряпки, это вот именно как полотенца идут. Ну, чтобы вы понимали. Все, сейчас я покладу и все вам покажу.